Статьей 457 Налогового кодекса Кыргызской Республики предусмотрен особый налоговый режим для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на рынках, отнесенных к стратегическим объектам. Это рынки Дордой и Тураталы-Эль-Базаре, Карасу. Данный налог заменяет налог на прибыль, налог с продаж и НДС и применяется в отношении реализации товаров, кроме подакцизных и требующих специальных лицензий или разрешений. Налогоплательщик обязан подать заявление по утвержденной налоговой службой форме как плательщик налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом в налоговый орган по месту расположения зоны торговли с особым режимом до начала такой деятельности. Ставка налога устанавливается на одну торговую точку в зависимости от заявленного объема выручки, планируемого к получению за текущий календарный год в следующих размерах. До 4 миллионов сомов в лотках, прилавках, палатках, ручных передвижных тележках, навесах, 18 тысяч сомов в год или 1500 сомов в месяц. До 8 миллионов сомов 42 тысячи сомов в год или 3500 сомов в месяц. От 8 миллионов сомов до 15 миллионов сомов 96 тысяч сомов в год или 8 тысяч сомов в месяц. От 15 миллионов сомов до 22 миллионов сомов 168 тысяч сомов в год или 14 тысяч сомов в месяц. От 22 миллионов сомов до 30 миллионов сомов 252 тысячи сомов в год или 21 тысяча сомов в месяц. От 30 миллионов сомов до 50 миллионов сомов 360 тысяч сомов в год или 30 тысяч сомов в месяц. От 50 миллионов сомов до 100 миллионов сомов 500 тысяч сомов в год или 41,6 тысяч сомов в месяц. От 100 миллионов сомов до 150 миллионов сомов 800 тысяч сомов в год или 66,6 тысяч сомов в месяц. От 150 миллионов сомов до 200 миллионов сомов 900 тысяч сомов в год или 75 тысяч сомов в месяц. От 200 миллионов и более 1 миллион сомов в год 83,3 тысяч сомов в месяц. Налоговым периодом для налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом является 1 календарный год. В целях реализации статьи 457 Налогового кодекса постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики номером 575 от 25 октября 2023 года утверждены требования к обустройству территории зоны торговли с особым режимом, включая требования к ограждению. Также в соответствии с данным постановлением, в целях создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства, требования к оформлению счета фактуры не предъявляются при реализации товаров между субъектами, осуществляющими деятельность в зонах торговли с особым режимом. При этом в случае реализации товаров на остальную территорию Кыргызской Республики счет-фактура должна оформляться в соответствии с налоговым законодательством. Реализация товаров налогоплательщикам налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом осуществляется без применения контрольно-кассовых машин. Работайте легально. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.